Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан будет проводить международные форумы также и под флагом ООН. В Астрахани обсуждают запуск авиарейсов в Ашхабад и Туркменбаши. Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Казахстана и другие новости. Предстоящие в Туркменистане международные форумы будут проходить под национальным флагом страны и под флагом ООН. Об этом заявил председатель Халк-Маслихаты Курбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Генеральный секретарь ООН отметил актуальность в настоящее время всех инициатив, выдвигаемых Туркменистаном на международной арене, и еще раз подтвердил поддержку деятельности в этом направлении, реализуемой на основе принципов нейтралитета и миролюбия. В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Миредова с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, констатировав успешное сотрудничество Туркменистана и Китая в рамках международных и региональных структур, в первую очередь в рамках ООН. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям международной повестки дня и подтвердили важность продолжения взаимодействия в рамках региональных и международных структур. Посольство Республики Корея в Туркменистане объявило о начале регистрации на участие в 99-м экзамене на знание корейского языка ТОПИК-2025, который пройдет в Ашхабаде. Заинтересованным лицам необходимо посетить Туркменский национальный институт мировых языков имени Давлетмамеда Азади и подать заявление лично в период с 17 по 28 января. Туркменистан был представлен на выставке «Неприходящее спокойствие, каллиграфии и искусство», которая проходила в галерее Национального совета искусств Пакистана в Исламабаде. Экспонаты, представленные посольством Туркменистана, продемонстрировали красоту и разнообразие национальной культуры, ее богатую историю и современность. В рамках борьбы с растущей проблемой ожирения правительство Мальты запустило программу поддержки здорового образа жизни. Молодые люди от 18 до 20 лет получат 6-месячный доступ в фитнес-центр совершенно бесплатно. Стоимость подобных абонементов на рынке варьируется от 225 до 450 евро. По данным Всемирной Федерации по борьбе с ожирением, к 2030 году более 30 взрослых мальтийцев могут столкнуться с проблемой ожирения. Программа начнет действовать в ближайшее время, и власти Мальты надеются, что она поможет молодому поколению выработать привычку к регулярным физическим нагрузкам. Рэпер и предприниматель Канье Уэст выпустил новую модель обуви Easy SL01 и заработал $2,3 миллиона в первые сутки продаж. Новинка, выполненная в минималистичном стиле и напоминающая резиновые тапочки, поступила в продажу по демократичной цене в $20. Дизайн обуви отличается лаконичностью. Единственным элементом брендинга служат цифры, отштампованные на тонкой подошве. Два игрока сборной Туркменистана отправились на просмотры в клубы высшей лиги Беларуси. Нападающий Мелис Дениев прибыл в Витебск, где уже выступает его соотечественник-защитник Вепа Джумаев. Полузащитник Теймур Чарыев проходит просмотр в Жодинском Торпедо Белаз. 24-летний хавбэк известен по выступлениям за киргизский клуб Абдешата, с которым дважды становился чемпионом страны. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.